Работать на опережение. В Сибае ведутся работы по установке автономных пожарных извещателей. Сразу 2 ДТП с участием несовершеннолетних. Накануне на дорогах Сибая пострадали дошкольник и первоклассник. Песня льется, дело спорится. Заслуженная артистка Башкортостана открыла молочное производство. А теперь об этом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. В соответствии с поручением главы Башкортостана Рустема Хамитова по обеспечению семей с детьми пожарными извещателями в республике начата реализация очередного этапа установки автономных систем сигнализации. С начала года жертвами пожаров в Башкортостане стали 12 детей. Всего в прошлом году в регионе было зарегистрировано 3500 пожаров. Новые меры противопожарной безопасности призваны работать на предупреждение подобных ситуаций. Тему продолжит мой коллега Ренат Музафаров. Датчики пожарной безопасности должны быть установлены в каждый дом, где есть хотя бы один ребенок. Такую задачу Госкомитету по чрезвычайным ситуациям поставил глава республики Рустем Закиевич Хамитов. Вопрос обеспечения противопожарной безопасности в малоимущих и многодетных семьях уже поднимался администрацией главы в мае прошлого года. Однако трагедия, случившаяся в Бирском районе, вынудила правительство значительно расширить данный список. Инцидент произошел в селе Угузево в ночь с 6 на 7 августа. Пожар, случившийся в доме Сатриддиновых, унес жизнь 9 человек, 5 из которых были детьми. Наличие противопожарной сигнализации могло бы предупредить такое трагическое развитие событий. На 18 августа 2017 года на территории городского округа города Сибай произошло 43 пожара. Аналогичный период прошлого года 47. Но на сегодняшний день происходит снижение количества пожаров. Несмотря на снижение количества пожаров, с начала года у нас наблюдается рост количества гибели людей. То есть на данный период в этом году уже погибло 3 человека, в том году 1. Пожарный надзор города Сибай предлагает всем жителям города, независимо, что они проживают в частном жилом секторе, что проживают в квартире, установить домовые пожарные извещатели. То есть это автономные, там никаких электричеств не надо, они работают на батарейках. То есть, установив данные автономные пожарные извещатели, граждане могут вовремя обнаружить пожар, даже когда они находятся в состоянии сна. То есть данные извещатели, они срабатывают, издают звук. То есть при начальном стадии возникновения пожара люди могут вовремя обнаружить пожар и вовремя их ликвидировать. То есть тем самым уже сохранить жизнь и здоровье себя и своих же детей, родных и близких. Процедура предусматривает установку и предоставление профессиональных консультаций о правилах эксплуатации противопожарных датчиков, после чего оборудование передается семье в безвозмездное пользование. При этом формально никаких предписаний не выдается. Проведение профилактической акции преследует цель снабдить горожан надежными средствами предупреждения пожаров. Однако обеспечение личной безопасности по-прежнему входит в зону персональной ответственности гражданина. Не исключено, что отдельные условно неблагополучные семьи, дозволяющие себе, к примеру, курение в доме, предпочтут избавиться от прибора, бурно реагирующего на малейшие признаки задымления в окружающей среде. Сотрудники городской противопожарной службы рассчитывают на проявление сознательности горожан в этом важном вопросе. Я как многодетная семья, то что дети маленькие, еще спим. Ночью может случиться там пожар, задымление. Этот прибор он оповещает как будильник. В случае пожара он разбудит. И можно будет принять какие-то меры, эвакуироваться или принять меры к тушению пожара. И расцениваю это очень хорошо, то что от государства нам это вот такая большая помощь. Громкость сигнала противопожарного датчика, срабатывающего в случае обнаружения дыма, достигает 85 дБ, что практически сравнимо со звуком работы перфоратора и легко достигает человеческого слуха даже за 2 закрытыми дверями. Хозяину остается лишь периодически заменять батарею, рассчитанную на эксплуатацию в течение 2 лет. Всего по республике бесплатно будет установлено 23 000 таких пожароизвещателей. Однако стоит ли ждать в надежде сэкономить на безопасности?
Стоимость приборов в специализированных магазинах составляет порядка 250 рублей. А для того, чтобы установить такой сигнальный аппарат у себя дома, не требуется никаких специальных навыков. Ринат Музафаров, Нияз Мирхайдаров, Гульгинара Скильдина, телекомпания СТВ. Буквально на днях мы рассказывали о стартовавшей на территории Башкортостана профилактической операции «Внимание, дети» и призывали всех, и родителей, и водителей, быть особенно внимательными на дорогах. Но накануне в городе произошло сразу 2 ДТП с участием несовершеннолетних детей. Один из них дошкольник, другой первоклассник. Подробности в интервью нашей программе инспектора по безопасности дорожного движения Альберта Аптекаева. На 17 числа на территории города Сиба прошло 2 дорожных происшествия с участием несовершеннолетних. В первом случае по улице Горнякова, 29, несовершеннолетние выбежали на проезжую часть в установленном месте на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель не заметил и совершил наезд на несовершеннолетнего, учащегося первой школы. В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в приемный покой, но после того был отпущен домой, так как травмы получил незначительные. Во втором случае по улице Островского несовершеннолетний выбежал из автомашины и ударился о проезжающую автомашину, в результате чего получил тоже травмы. Житель Баймакского района, несовершеннолетний, был доставлен в приемный покой, после того был отпущен, так как травмы тоже были незначительные. Хотелось бы обратиться ко всем родителям, не оставлять детей без присмотра, особенно на проезжей части, держать за руку и использовать в автомашине детские специальные удерживающие устройства. Гульдара Шкуватова в республике узнаваемая личность. В башкирской эстраде она известна как певица и композитор. Для телезрителей канала БСТ автор и ведущая увлекательной передачи о предпринимателях «Бай». Недавно сибайцы открыли свою землячку совершенно с другой стороны. Она предложила горожанам молочную продукцию открытого ею собственного производства. В бизнес Гульдара Шкуватова пришла более 10 лет назад. Созданное ею в Уфе частное предприятие занималось организацией праздничных мероприятий, творческих вечеров, концертных программ, записью и распространением аудиокассет. Прибыльное дело можно было развивать и дальше, но Гульдара решила сменить вектор и все свои усилия направила в сельскохозяйственное русло. 3 года назад в деревне Яикбай Баймакского района она открыла цех по переработке молока. 2,5–3 года тому назад мы открыли небольшой цех молочной продукции в деревне Верхняя Яикбаева Баймакского района, в родной деревне моих родителей. И все, что там мы производим, корот, кадалеремсек, масло, эркетау, сыворотка от корот, все это мы поставляем в Уфу. И вот иногда приезжают сибайцы, баймакцы и говорят: слушай, а что вы в Уфе продаете, а у нас нет этого? И поэтому мы решили продукцию свою привезти в Сибай. Вот разместились около магазина «Сакмар». Продаем разливное молоко, но молоко натуральное. Вот как подоили, так и вывезли. Еще у нас есть танкоохладитель, охлаждаем. Все сертифицировано. Первоначально национальная молочная продукция – курот, красный творог, эркет – поставлялись только в Уфу, в сеть магазинов «Байрам». Недавно Гульдар с супругом решили открыть торговую точку и в Сибае. Вот уже несколько дней горожане присматриваются к ее новинкам. Мы вообще в основном специализируемся на корот. Корот – это удивительный продукт, он практически уникальный. И вот мы хотим производить шарики, корот, твердые шарики, чтобы люди могли, например, в сумочку положил, пошел, захотел пить – корот, захотел есть – корот. Между прочим, корот даже жажду утоляет. Это натуральный фистал, натуральный антисептик. Ну, сибайцам нет надобности об этом говорить, потому что у нас все знают, что это такое. В этом направлении у Гульдары Шкуватовой большие планы на будущее. Осуществлять их ей помогают мама и супруг. Бизнес – творчеству не помеха, считает заслуженная артистка Башкортостана. И обещает очень скоро обрадовать и своих поклонников новой песней. Лена Кириллова, Гульсария Абилева, Гульгинара Скильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости пятницы. Я прощаюсь с вами. Хороших вам новостей и удачных выходных. Увидимся.